Все мы начинали с ателье. И это такой, благотворный процесс, но трудоемкий. Мы должны создать ту вещь, которая в любом случае будет продаваться. И продаваться, и, по крайней мере, нравится большому количеству людей. Наше ателье расположено в прекрасном доме Софы Бахтеева, знаменитого промышленника конца 19-го, начала 20 века. На первом этаже он продавал кожевенные изделия свои. И сейчас мы продолжаем его традицию. Также мы находимся на Юнусовской площади. Это площадь, где находится знаменитый дом-музей Габдуллы Тукая, который принадлежал Марьям Бану Апаковой. И, конечно, есть взаимосвязь большая, что наш бренд «Бюро Бану» назван в честь этой знаменитой модницы, законодательницы мод. Поэтому мы на самом деле, когда придумывали свое название, имели в виду, что бюро – это условно комод, который имеет очень много ящиков. Эти проекты условно находятся в этом комодике. И Марьям, она смотрит издалека и помогает нам создавать эти изделия. Условно мы творим ее мыслями, ее глазами, ее таким отношением красивым, стараемся показать национальную традицию именно в сейчас современном воплощении, для того, чтобы это было красиво, стильно, очень аккуратно. Все мы, уж тут нечего действительно скрывать, все мы начинали с ателье, условно, кто занимается текстилем, все имели какое-то ателье. Так как мы занимались этим достаточно много и давно, можно, конечно, сказать, что все-таки Рустам Нургалиевич Минниханов, он задал этот тон в том, что и женщины, и мужчины должны вспомнить свои корни и уже иметь какое-то обращение к национальным истокам. И сейчас именно благодаря тому, что эта вся тенденция вся происходит, мы имеем этот успех. Очень нравится нам то, что девушка, которая приходит сюда, так как у нас еще здесь происходят иногда экскурсии, в конце этих экскурсий мы обязательно перевоплощаемся. То есть мы одеваем эти изделия, одеваем красивые эти нагрудные украшения, изюм, одеваем головной убор. И девушки даже, которые, то есть разных национальностей, из разных городов, те люди, которые не имеют никакого отношения к татарской национальной культуре, они, одевая это и понимая сначала изначально, что, возможно, это не мое, это театр, в этом я никуда не пойду. Когда начинают одевать, он начинает гореть глаз. То есть они начинают кружиться, начинают фотографироваться. Это, конечно, для родителей, когда они отсылают тут же родителям и бабушкам, там столько слов, там, ой, Казан, ты такая красивая, вот в таком надо ходить. То есть это еще молодежь, опять же, приобщает к тому, что они хотят сделать какую-то радостную такую ниточку для своих взрослых поколений, удовлетворить их тоже потребности, показать себя еще в другом цвете. А с чего началось создание таких оригинальных авторских костюмов? Вы сначала изучали историю национального костюма? С чего я могу учиться? С книг. С того, что я вижу, изучать. Сейчас очень хорошо развит интернет, там очень много разной интересной информации. Конечно, информация именно о татарском костюме, она там не всегда верна. Ее очень мало, она очень скудная. Туда попадает очень много других национальных костюмов. И это получается, что потом люди, не знающие, они копируют и выдают этот татарский костюм. Это, конечно, является небольшой проблемой. Национальный рисунок, он очень интересный. Когда ты начинаешь его брать, казалось бы, именно татарский орнамент, он в принципе очень сложный. Кажется, что там все понятно и логично. Но когда ты начинаешь его сочетать, особенно у нас в татарском орнаменте не бывает правой и левой стороны, которую мы можем откопировать, она не бывает синхронизирована, это разнообразие цветов. И в этом и является сложность, потому что пока ты создаешь, собираешь колорит в рисунке, происходит очень много работы, очень трудозатратная часть. Нужно правильно уметь сочетать, да? Да, здесь очень много всего, момент какой-то другой чувственности. То есть, опять же, меняя один цвет из 12, ты получаешь вообще другой рисунок.
И вот когда создается изю, да, ну, вот, условно говоря, для обывателей это несколько ряд тесем, которые наложены на ткань. Ну, что здесь делать? Все, что есть под рукой, можно положить. Абсолютно не так. Меняя даже серединку, у тебя получается совершенно другая картинка, меняется совершенно другой колорит, меняются другие цвета, то есть светлее, темнее, меняется тесьма. То есть тебе надо придумать, какая у тебя перевязь должна быть там. И это такой, ну, благотворный процесс, но трудоемкий. Издревле татарские национальные костюмы изготавливались из натуральных тканей. Откуда вы поставляете ваши ткани? Ну, сейчас, опять же, просторы интернета, магазинов достаточно много. Закупаем с итальянских стоков, то есть работаем с разным производителем, который производит нам ткани. А вот вышивка национальных орнаментов, кто вышивает, где находится ваш цех? Здесь же, в этом доме? Да, конечно, у нас на 2-м этаже полностью есть производственный цех. То есть от А до Я, то есть от самой первой точки мы находимся здесь. Вышивка – это та вещь, которую невозможно одним способом вышивать. То есть ручная вышивка. У нас используется вот как в подолах этих платьев. Это, конечно же, ручная вышивка. Здесь очень много цветов. То есть одно платье – это 12 цветов. И их надо всех сочетать. Также у нас есть машинная вышивка. То есть вот на этом изделии это машинная вышивка. То есть вышиваем уже, ну, путем. Опять же, вот, очень долго, очень скрупулезно мы относились к этому рисунку. Мы его действительно создавали. Конечно, мы опять же опираемся на истоки. Мы не придумываем эти рисунки сами. Мы берем именно из татарской культуры. Тот рисунок, который уже приживался, который был очень давно известен. Потому что задача, конечно, стоит все-таки костюм адаптировать под именно современный мир. Так, кто является вашими заказчиками? Все. На самом деле наши изделия сейчас вышли уже за пределы города Казани, в Абхазию, Изю. То есть я, конечно, не знаю, в каком виде они там это носят, куда они носят. Возят в Москву, как на подарки. Забирают заказы, вот платки, Изю, опять же, гостям, послам разных республик. Понятно, мы не можем это афишировать и назвать имена, но я думаю, что мы, скорее всего, наши подарки уходят больше от тех городов, чем мы вообще можем их назвать. Но я думаю, что мы скоро выйдем за пределы далеко, и будет у нас все отлично, и о городе Казани будут говорить бесконечно. Я вот очень люблю эти пиджачки наши. Такие очень красивые. Это на основе оверсайза пиджака. Женские, мужские? Это женский пиджак, да. Вот он в голубом воплощении, вот уже вот так вот, таким образом он смотрится. На самом деле очень красивый. Да, он достаточно не очень доступный по цене, но он не может быть в другом сегменте. У бренда Бюро Боно есть четкая задача. Мы должны создать ту вещь, которая в любом случае будет продаваться. И продаваться, и, по крайней мере, нравится большому количеству людей. Да, вот здесь находится будущее нашего Бюро Боно. Один из проектов, который у нас немножко заморожен, условно говоря, сейчас, так как есть другая приоритетность, это все-таки изделия для никаха. У нас уже лет 10 назад, как зреет эта идея, и мы на самом деле еще 4 года назад сам бренд Бюро Боно основали именно для того, чтобы создать именно никах, изделия для никаха. Это было как-то задумано мной, поддержано моим партнером Гульнар Азатовной. Замечательной на самом деле, сегодня, к сожалению, ее нет. Гульнар Азатовна – это тот человек, который очень может понять, так как я безумно творческий человек, она безумно разумный человек. И мы можем найти вот этот компромисс совершенного спокойствия, что я могу заниматься своим делом, она может также аккуратно заниматься своим делом и в этот момент давать мне каким-то безумием ждать, что из этого получится. А вместе вы создаете уникальный продукт. Образы для никаха будут также в национальном татарском стиле? Да, да. Есть техника квилт. Совершенно изумительная техника. Это на самом деле работа машинки, ну как условно на машинке, но вручную. То есть она сама двигает это все, как запястье. Тоже национальный орнамент. Посмотрите, да, орнамент, который, у него нет изнанки. То есть полностью соединяются все изделия с прослойкой и уже вышиваются. А ведь раньше все татары, все татарочки ходили вот в таких вот удивительно красивых платьях. Как вы думаете,
Сможет ли Татарстан и наши женщины вновь вернуться к этой моде? Ну, смотрите, уже возвращаются. Во-первых, наверное, можем сразу сказать, что такое Татарстан. Это многонациональное государство. Мы никак не можем насаждать именно национальным. Поэтому иногда мне даже говорят, чуть-чуть осуждают за то, что говорят, ну вот как вы так вот национальная культура, и вы говорите, ну нет, нельзя назидательно. Ну я считаю, что нельзя назидательно, потому что то, чего много, потом имеет обратный процесс. То есть сейчас мы это насильно все покажем, и потом от этого все опять люди отойдут и скажут, уже не хочется этого всего. Мы очень хотим, чтобы наши дорогие мужчины заказали своим любимым женам, своим мамам, одели полностью в прекрасный лук. И про то, что мы говорим, что и мода казанских татар, она снова оживет. Чем вы вдохновляетесь при создании таких образов? Не знаю, своим настроением, счастьем, в том, что мы живем на этой земле, то, что мы рождены творить здесь, сейчас. Я на самом деле очень люблю оперную симфоническую музыку. Иногда ставлю Хворостовского, Чайковского, второй концерт. Когда ты слушаешь такие великие вещи, ты понимаешь, что ты не можешь создавать что-то поверхностное, что все, что ты создаешь, оно должно быть, пусть оно не станет, возможно, великим, потому что на это нужно время, для того, чтобы вещь какая-то осталась в сердцах людей. Но отношение к созданию любого действия, которое ты делаешь, оно должно быть таким.